Модератор кім болады? Сұрауға болады ма? Модератор. Сұрақтарды бересің. Я уже все. Саламатсыздар ма, құрметті конференция қатысушылар, әріптестер, әлеуметтік желінің оқырмандары. Бүгін сәуірдің 2-сі дүниежүзілік аутизм мәселесі туралы ақпарат тарату күні. Бұл күн бүкіл әлемде 2008 жылдан бастап атап өтіледі. Ерекше білім алуға қажет ететін балаларға жағдай жасау білім жүйесінің негізгі басымдықтарының бірі болып табылады. Жалпы республикалық психологиялық, медициналық, педагогикалық консультацияның ресми деректері бойынша Қазақстанда соңғы жылдары диагноз қойылған аутизм бар балалар санының өсуі байқалады. Жыл сайын әсіресе ол біздің кішкентай балаларымыздың арасында көп кездесіп жатады. Сондықтан аутизмді ерте анықтау, оларды қоғамда, білім беру ұйымының бала бақшадан бастап мектептерде бірге барлық балалармен білім алуына жағдай жасау, оларды алдын алу, түзету жұмыстарын жүргізу қазіргі таңда маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Бұл мәселеге қазір бүкіл қоғамда ең бірінші ата-аналармен бірлесіп, үкіметтік ұйымдармен бірлесіп, мемлекеттік органдар үлкен ауқымды жұмыстар атқаруда. Біз аутизм мәселесін қоғамда көп айту керекпіз. Өйткені бұл балаларымыз біздің қоғамда барлық балалармен бірге жаңағы өздерінің ерекшеліктерін ешқандай да сезбей, бірге солармен ойнап, бірге оқуға тиісті. Сондықтан бұл балаларға жалпы білім беру ұйымдарында қазіргі таңда жағдайлар жасалуда. Олардың біз мектептерде қазір арнайы педагог ассистенттер бірге білім алуларына көмектесуде. Сондықтан да осы мәселені біз 2 сәуірден бастап жалпы қоғамға барлығына жеткізіп, осындай ақпараттандыру жұмыстарын жүргізіп тұру керекпіз. Уважаемые коллеги, участники конференции, 2 апреля является Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма. Резолюция Генерального секретаря ООН рекомендует принимать все меры для информирования общества, в том числе семей, о проблеме детей с аутизмом. По официальным данным Республиканской психолого-медико-педагогической консультации в Казахстане за последние годы растет количество детей с диагнозом аутизма, особенно наблюдается среди детей. И наша задача сейчас создание условий детей с особыми образовательными потребностями, помочь родителям социализировать таких детей в обществе. Сейчас в организациях образования для этого создаются все условия. Об этом мы должны говорить, информировать общественность, обеспечивая раннее выявление особенностей детей данной категории. Далее, создавая условия для ранней коррекции, увеличивая охват инклюзивным образованием, продолжать создавать условия безбарьерного доступа. Наша задача и решение данных задач позволит развивать детей с особыми образовательными потребностями как полноценных членов общества. У нас родители активно подключаются в эту деятельность. Вместе с общественным фондом создаются у нас в республиках есть центры. Поэтому сегодня мы должны говорить о таких детях. Мы должны говорить обществу, что эти дети наравне со всеми детьми, они одинаковые. И начиная с детских садов и дальше на всех уровнях они должны со всеми вместе получать образование. Поэтому мы сегодня пригласили спикеров. Сейчас қазіргі таңда енді арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми практикалық орталығының оңалту және жаңа технологияларды енгізу бөлімінің меңгерушісі Зәуре Болатқызы Жангелдиноваға сөз беріледі. Зәуре Болатқызы,
над чем работает центр, какие новшества, какие методические поддержки осуществляются, педагогами какая работа проводится. Вот об этой работе можете рассказать как Национальный центр, подведомственная организация Министерства образования и науки. Майра Турмабаевна, рахмет сизге, салямет сизге. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Я сегодня хотела бы с вами поделиться, как Майра Турмабаевна сказала, опытом работы нашего центра. Так. Выступление мое будет опираться на опыт работы именно конкретно психолого-педагогической помощи детям с аутизмом. Детский аутизм – это самостоятельное нарушение психологического развития. Если мы посмотрим диагностические критерии детского аутизма по международной классификации болезней 10-го пересмотра, то мы можем видеть, что это качественное нарушение социального взаимодействия, качественное нарушение общения и стереотипные формы поведения, интересов и деятельности. У нас в Республике Казахстан есть законодательная база, которая является основой для защиты прав детей с аутизмом. И один из основополагающих законов – это закон о социальной медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями, который определяет порядок оказания именно социальной медико-педагогической коррекционной поддержки всем детям с ограниченными возможностями, в том числе и детям с детским аутизмом. Если говорить об обучении и воспитании в организациях образования, то у нас есть методические рекомендации по определению детей с аутизмом в организации образования, в котором подробно расписан порядок, алгоритм приема и организацию условий для таких детишек в общеобразовательных школах как дошкольного, так и школьного типа. Для специалистов, а именно психологов, реабилитационных центров, кабинетов психолого-педагогической коррекции, специальных и общеобразовательных дошкольных организаций образования, впервые в 2020 году была разработана специально развивающая программа для детей с аутизмом. Наш отдел реабилитации и внедрения новых технологий Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования является экспериментальной площадкой научно-прикладных исследований центра, который участвует в выполнении научных исследовательских работ по апробации и применению новых педагогических технологий применительно к детям с ограниченными возможностями и распространению опыта работы с этими детками и их семьями, в том числе с детками с аутизмом. Здесь на слайде представлен малый ряд работ, которые был выполнен сотрудниками нашего центра, педагогами нашего отдела. И если мы говорим о методическом обеспечении оказания помощи детям с аутизмом, то здесь на слайде представлены работы, та же специально развивающая программа для детей с аутизмом, которая разработана в стенах нашего центра авторским коллективом под руководством Ерсарины Олег Асымхановной, Айжановой Райгуль Климовной, также, и ряд других работ, которые вот здесь я вам представила. Другое направление нашего отдела – это оказание психолого-педагогической помощи детям с особыми образовательными потребностями от рождения до 18 лет. Также наш центр принимает детей и оказывает помощь с аутизмом. Работа наша построена циклично. В течение 6 месяцев мы проводим психолого-педагогическую работу с детьми. Используя междисциплинарный подход и оказание комплексной помощи в индивидуальной, подгрупповой и групповом формате. На слайде я представила график, да, где можно будет увидеть, какое количество детей с аутизмом за последние 5-6 лет были в нашем центре на коррекции. Если мы посмотрим, в 2015 году это было 68 детей с аутизмом,
а уже за прошедший год 117 детей с аутизмом получили психолого-педагогическую помощь в стенах нашего центра. И вот эта как раз диаграмма, она тоже говорит о том, что количество детей с аутизмом, оно растет, и этим деткам, ну, это детки очень индивидуальные, очень ранимые, и им необходимо оказывать помощь и находить уникальные методы для того, чтобы вот ребенок мог социализироваться. В последующих своих слайдах я хотела бы привести примеры методов и приемов, которые наши специалисты, а именно психологи, используют в работе с детками с аутизмом. Ну, вы здесь видите, это как научно обоснованные методы, да, и классические психологические, дефектологические методы коррекционной работы. Метод эмоционально-уровневой терапии, эмоционально-смыслового комментирования, также методы ABA используем, метод TEACH-терапии используем в работе с детками, методы и приемы альтернативной коммуникации, именно PECS, методы, основанные на принципе имитации исследований за ребенком, также методы сенсорной интеграции, разработан Джин Айрис и ее последователями, метод замещающего антогенеза, телесно-ориентированные, нейропсихологические методы работы с детьми, метод социальных историй, разработан американским специалистом Кэрол Грей, упражнения по двигательной коррекции и отдельные упражнения по лечебной физкультуре. Работа с детками с аутизмом в нашем центре построена, ну, вот, в таких этапах, да. Первый этап – это, конечно, диагностический, когда мы изучаем особенности ребенка для того, чтобы уже работа строилась, исходя из индивидуальных возможностей и потребностей ребенка. Второй этап – это установление эмоционального контакта, формирование эмоциональных отношений ребенка с родителями. Стараемся включать родителей в психолого-педагогический процесс, вовлекать, совместно работать и оказывать помощь как семье и ребенку. Здесь мы ожидаем, что у ребенка с аутизмом появится интерес и желание эмоционального контакта к совместной деятельности со взрослым, способности поддерживать этот контакт на какой-то определенный период времени и появление стремления подражать действиям взрослого. Последующие этапы, они направлены на развитие различных видов чувств, взаимодействия и интеграции в единую сенсорную систему. И таким образом формирование адекватных способов эмоционального реагирования взаимодействия. Мы знаем с вами, что у детей с аутизмом также есть трудности сенсорной переработки информации, да, поэтому этот этап очень важен в работе специалистов, работающих с детьми с аутизмом. Ожидаемый результат – это снижение порога чувствительности, снятие телесного и эмоционального напряжения, формирование ощущения собственного тела, активизация организации, интеграция различных ощущений сенсорной системы, развитие невербальных компонентов общения, взаимодействия и, соответственно, появление первых речевых коммуникаций. Четвертый этап – это формирование определенных стереотипов действий и поведения, их осмысление, наполнение социальным содержанием, развитие целенаправленных произвольных действий. И ожидаемых результатах это в первую очередь эмоциональное переживание ребенком собственного опыта, произвольное поведение и деятельность, ну и навыки общения и взаимодействия со взрослым. Пятый этап, он уже на данном этапе мы уже работая с ребенком, подключаем других специалистов, да, когда идет развитие познавательной деятельности, речи, ну, занимаемся уже больше формированием знаний, умений, навыков. Психолог же продолжает работать над эмоциональной, коммуникативной, личностной сферой ребенка с аутизмом. На пятом этапе психологи нашего центра начинают подключать ребенка в работу со сверстниками. И здесь есть своя специфика в нашем центре. На первых этапах работаем, вот все 4 этапа, которые я рассказала вам, поделилась. Мы работаем с ребенком с аутизмом индивидуально, а уже после того, как у ребенка появляется интерес, он начинает обращать внимание,
Да, и мы подключаем уже и работаем над формированием навыков общения со сверстниками. На первом этапе это с одним сверстником, затем с двумя, потом работа в подгруппе, и уже идет включение в группу сверстников. И использование этих методов работы, работы с данными этапами психокоррекционной работы позволяют нам ориентироваться и помогать детям именно в процессе социализации, включения в сообщество. Большое спасибо за внимание. Я все. Ага. Рахмет, Зәуре Болатқызы. Жалпы, бұл әлеуметтік желіде тікелей эфир болып жатқандықтан сұрақтар келіп түсіп жатыр. Бұл қандай орталық дейді? Бұл білім және ғылым министрлігінің жанындағы арнайы және инклюзивті білім беру дамытудың ұлттық ғылыми практикалық орталығы. Осы орталықта барлық мектептегі қазір методикалық жұмыстар қалай жүргізілу керек, сүйемелдеу жұмыстар, осы балалардың толық нұсқаулық беретін осындай орталық мамандар, тиісті мамандар барлық білім беру ұйымдарымен тығыз байланыста жұмыс жасайды. Сондықтан да мына әлеуметтік желіде және өздерінің сайттары бар, осы сайттан да өздеріңіз тауып алып, қосымша ақпараттарды алып, немесе осы орталықтың қызметкерлерімен хабарласып отыруға болады. Енді мен жаңа өзімнің сөзімде айтып өттім, жалпы барлық үкіметтік емес ұйымдарда үлкен жұмыс жасайды деді. Біз осы білім және ғылым министрлігімен бірлесіп, сондай орталықтардың бірі бізде Дара орталығы. Дара орталығы да өзінің жаңағы барлық осындай балалар категориясына мүмкіндіктер жасау, барлық білім алуға, орталықтар ашу, біраз жұмыстар жасалған. Осы өздерінің жұмыстарымен таныстыру үшін Шишембекова Марал Серікбайқызына беріледі. Рахмет. Здравствуйте, уважаемые подписчики Фейсбука и вся аудитория. Я рада приветствовать вас и большое спасибо. Мы используем любую площадку, и то, что сегодня день посвящен информации как раз распространению о детях с расстройством аутистического спектра, это возможность говорить о всех детях с особыми образовательными потребностями. И наш фонд совместно с местными исполнительными органами, с Министерством образования, с Национальным центром уже на протяжении 7 лет реализует очень интересный, большой, масштабный инфраструктурный проект «Разные равные. Мы за инклюзивное общество в Казахстане». И я хотела бы поделиться, во-первых, результатами этого проекта и поделиться планами, которые мы планируем еще и дальше реализовывать. Мы знаем, что для нас очень важно, мы преследуем как бы 2 цели. Первая цель – это развитие сети кабинетов психолого-педагогической коррекции, центров, где любая семья, где растет особый ребенок, может получить профессиональную помощь команды специалистов. И в Казахстане эта сеть уже насчитывается больше 200 центров. И деятельность нашего фонда, мы пытаемся расширить эту сеть, сделать услуги таких центров доступные, причем доступные и в сельской местности. Мы понимаем, что профессиональная помощь должна находиться недалеко от семьи, где растет особый ребенок. И очень важное преимущество таких центров, что услуги предоставляются бесплатно, предоставляется комплексная помощь. И очень важно, что центры не заточены на каком-то конкретном нарушении в развитии. То есть если есть у ребенка нарушение расстройства аутистического спектра, то семья может обратиться за помощью в эти центры. Если нарушение слуха, нарушение зрения, то всегда в этих центрах можно получить профессиональную помощь, причем эта помощь будет системная, она не разовая, она может длиться от 3 месяцев и до года. И такие центры сейчас, они открываются, и задача расширить эту сеть. И, конечно, мы понимаем, что чем больше таких центров, чем эффективнее они работают, все больше и больше детей приходят в общеобразовательные школы, да, то есть такие центры, кабинеты коррекции, да, они могут, очень важный еще момент, который я хотела бы отметить,
что дети могут приходить туда или семьи обращаться с очень раннего возраста. И эти центры, кабинеты коррекции могут реализовывать программу раннего вмешательства. И мы знаем, что первые годы очень важные для развития, и какие-то нарушения, которые происходят там на начальном этапе, можно нивелировать. И очень важный момент, который я хотела бы отметить, что в центрах, в кабинетах коррекции не лечат, не реабилитируют, а наоборот, процесс обучения семьи, процесс усиления возможностей ребенка, да, вот этим занимаются. И это очень важно. И когда помощь приходит в раннем возрасте, профессиональная помощь, комплексная помощь, все больше и больше детей начинают приходить в общеобразовательные школы. И буквально там, несколько лет назад тоже начали взаимодействовать со школами Казахстана, открывая своего рода ресурсные пространства, но больше мотивируя учителей, показывая, насколько может быть успешен ребенок, если система поддержки хорошо выстроенная внутри школы, да, что система психолого-педагогического сопровождения, когда семью ребенка сопровождают с раннего возраста, там, в кабинетах коррекции, и дальше эта информация о ребенке, и сам ребенок переходит в школу, то здесь как раз очень важно вот наладить вот этот коммуникационный канал для того, чтобы от специалиста кабинета коррекции эта информация дошла до педагога. И здесь очень важно расширять сеть ресурсных центров, или как их правильно называть, ресурсные кабинеты поддержки и инклюзии, где должна быть сосредоточена как раз-таки работа по по организации сопровождения особого ребенка в школе. И здесь это как бы двойная функция. Здесь как раз-таки и помощь методическая сама должна прийти к педагогу, да, то есть мы здесь должны работать над тем, чтобы консультации со сферой там, специального образования была доступна и общему образованию. И если вкратце говорить про, так скажем, какие-то показатели, то за последние только 6 лет реализации этого проекта фонда РА совместно с партнерами, а партнеры здесь и частный бизнес, это и фонд развития Самрук Казына Траст, помогают открывать такие центры, помогают развивать инклюзивное образование. За последние 7 лет мы открыли и взаимодействуем с 45 кабинетами коррекции по Казахстану. То есть мы говорим, что бизнес помогает открывать такие центры в тех городах и регионах, где таких центров не было, в тех районах, доходя до сельских населенных пунктов. И здесь, конечно, гибкость системы кабинетов коррекции, она здесь очень важна, потому что, может быть, не в каждом населенном пункте нужно открывать такой кабинет коррекции, но можно это, допустим, комбинировать с открытием филиалов, да, то есть на базе школ открывать либо ресурсные пространства, либо филиал, где сельская семья может получить помощь так сказать, профессиональную помощь специалистов. Так вот, за последние 7 лет совместно с местными исполнительными органами мы открыли и оснастили, и также проводили программы обучения специалистов в 45 кабинетах коррекции. И если говорить о развитии инклюзивного образования, то мы сейчас сотрудничаем, открывали такие ресурсные пространства, кабинеты поддержки и инклюзии в 43 школах Казахстана. И на этом мы не останавливаемся и будем дальше продолжать работать. Рахмет үлкен Марал Серікбайқызы. Мына 7 жыл бойы қазір үлкен жұмыс атқарып келе жатсыздар. Жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп деп айттыңыз. Соның ішінде білім беру ұйымдарымен педагогтарымыз да қазір бірге олардың жаңағы квалификациясын жоғарылатуға, нақты әр баланың мүмкіндігіне қарай, әр баланың диагнозына қарай жеке дара жұмыс жасау, ол да бір үлкен талапты қажет етеді. Сондықтан да сіздер өздеріңіз бірлесіп әрі қарай да жасаймыз деп жатқан ұсыныстарыңыз өте қуантады. Сондықтан біз әрдайым дайынбыз. Осы мәселені бұл үлкен бүкіл дүниежүзілік проблема болғандықтан бірлесіп атқару керек бұндай шараларды. Сондықтан да ары қарай да
жұмысымыз жалғасатынына мен сенімдігім мол. Енді Мы всегда ищем партнеров, обращайтесь на наши сайты, мы активны в социальных сетях, активные школы, активные местные там регионы, районы. Мы всегда можем найти общий язык и попробовать открывать новые возможности там, где они этого хотят, да, местная исполнительная власть, школы. Спасибо. Жалпы бір ғана осы үкіметтік емес ұйым емес, бірнеше үкіметтік емес ұйымдар бізде елімізде жұмыс жасайды. Сондықтан қазір келесі мына болашақ қоры деген ұйым бар. Осы ұйымда өздерінің белсенді жұмыстары туралы қазір айтады. Жазира Жанғалиқызы Искендероваға сөз беріледі. Микрофоныңызды қосып, Жазира, сөз ала беріңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар? Микрофоныңыз қайтадан өшті ғой деймін, өшіп қалды, естілмей тұрсыз. Техникалық мүмкіндіктері болмаған сияқты, жалпы онда қазір қайтадан қосылып жатса, біз Жазираны қосатын боламыз. Тағы аутизм Қазақстан ұлттық қауымдастығы деген бар. Бізде осы қауымдастықтың қазір Нұрия Балтабайқызына сөз береміз. Қайырлы күн, әріптестер, қайырлы күн. Мен Нұрия Балтабайқызы, аутизм Қазақстан ұлттық қауымдастығының төрайымы боламын. Осындай ерекше баланың анасымын. Бүгінгі өткен шараға үлкен алғыс білдіремін. Білім және ғылым министрлігіне 2019 жылда Асхат Қанатұлы Аймағамбетов бірінші рет осы лауазымға тағайындалғанда біздің осы инклюзивтік білім туралы мәселелерді көтеріп, біздермен кездескен үкіметтік емес ұйымдармен біраз жұмыстар атқарылып жатыр, қазірді жүріп жатыр қызу талқыда, мысалы көп мәселелер, соған үлкен алғыс білдіреміз. Шолпан Танатқызы да белсенді қатысып, осы мәселелерді шешуге тырысып, көптеген кездесулер өткізіп жатыр. Бірақ мен сол ана ретінде Қазақстанда алғаш рет осы үкіметтік емес ұйымдарды біріктіріп, басын қосып, ата-аналарды қосып, осындай ұлттық қауымдастық ретінде жұмыс жасап жатырмыз. 2018 жылдан бастап біраз өзіміздің сол қолымыздан келгенше жұмыстарды жасап жатырмыз. Хаттар жазып, депутаттармен жұмыс істеп, мемлекеттік органдармен тығыз қатынаста, байланыста боламыз. Өзіміздің қолымыздан келгенше жаңағы карантинге дейін дөңгелек үстелдер, форум өткіздік, шетелден мамандар келді. Олар тәжірибе алмасып, жақында осы желтоқсан айында біз түркі тілдес мемлекеттердің федерация аутизмге қол қойып, біз де оған кірдік. Оның ішінде Түркия, Азербайжан, Қырғызстан, Қазақстан және Татарстан елдер кірді. Енді оны қазір көп уақыт алмайын, біздің әлеуметтік желідегі біздің парақшаларда осы жұмыстың бәрін біз жазып жатырмыз. Жалпы енді қысқаша айтқанда, осы үш мәселеге тоқтағым келеді. Бүгін енді біздің балдарға бұл ерекше күн, дүниежүзілік біріккен ұлттар ұйымының бұны бекер айтпаған, себебі бүкіл әлемде осындай балдардың саны көбейіп келе жатыр. Оны сіз осы алғашқы спикерлермен толық мен келсем, Майра Тұрғанбаевна, сіз де айтып кеттіңіз, оны атап өттіңіз. Мен де осындай баланың анасымын. Өзімнің басымнан көп жаңа кешкен қиындықтардың бәрі енді өзімнің өмірімізде бар. Жай қарапайым тілмен айтқанда, қазір біздің қоғамда ақпараттандыру мүлдем жетіспейді. Себебі, мысалы, кішкентай баланы себебін алайық, 2 жаста, 3 жаста бала сөйлемейді, ойыншықтармен ойнамайды дегенде, басқа бір ерекшеліктері байқалғанда, ата-аналар қайда баратынын білмейді. Көбісінде ақпарат жоқ, қай жерге жүгінетін, дұрыс мамандырылған ақпарат алатын, ондайларда ақпарат жоқ. Сондықтан ата-аналар
мына интернеттен қарап тағы басқа ата аналардан сұрастырып жүреді, көп сондай қиыншылықтар бар біздің қоғамда қазір. Екінші мәселе ол мамандардың тапшылығы. Сіз оны жаңа министрлік оны біледі. Біз өте қуаныштымыз, қазір осы мамандардың даярлау саласында көп жұмыстар атқарылайын деп жатыр. Біз оған енді қуанышпен қараймыз. Келешекте осыны мамандар тапшылығы азаюға. Үшінші мәселе ол тек қана біздің жаңағы талдау бойынша 3 жыл жұмыс істеп келе жатырмыз ғой. Біздің талдау бойынша осы аутизм жалпы мүгедектігі бар балдарға, жалпы ерекше қажеттілік бар балаларға ведомство аралық жұмысты нығайту керек деп санаймыз. Тек қана білім және ғылым министрлігінің тарапынан істеп жатқан жұмыстар бар, бірақ сонда да жаңағы денсаулық сақтау министрлігі, тағы басқа министрліктер атсалысып, осылай бірге жұмыс істеу тиіс деп ойлаймыз. Сонда ғана бір оңды нәтижелер көп болады деп ойлаймын. Уважаемые участники конференции, благодарим Министерство образования и науки за сегодняшнюю встречу, за внимание к проблемам детей с аутизмом, детей с особыми образовательными потребностями. Мы уже говорим в целом о такой категории детей. Я как мама такого ребенка с диагнозом аутизм, дочке Айнаре 8 лет, тоже испытала немало трудностей, начиная с того, что у нас, к сожалению, пока в Казахстане много еще вопросов надо решать. Но благодарю Министерство образования, даже когда Асхат Канатович был назначен на должность министра впервые в 2019 году, он сразу начал поднимать проблемы инклюзивного образования и встречался с нами, со всеми неправительственными организациями. Вкратце, я рассказала вкратце рассказала о деятельности ассоциации. Мы сами впервые в Казахстане объединили все региональные НПО по аутизму и родителей и начали эту активную работу с июля 2018 года. Было проделано очень много. Мы постоянно на связи с госорганами, пишем письма депутатам, встречаемся и с родителями, и родителей сами информируем. Провели круглый стол, форум, куда приехали в 2019 году специалисты с Украины и Москвы, из России. Также в декабре 2020 года мы вошли в состав Федерации аутизма тюркоязычных государств, подписали меморандум. Он включает в себя 5 стран: это Турция, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан и Татарстан. Мы дальше будем продолжать эту работу. Но как мама особенного ребенка хотела сказать, остановиться на 3 моментах. Первое – это отсутствие информирования, к сожалению, в Казахстане. Родители, впервые столкнувшись дома с таким состоянием ребенка, к сожалению, не знают, куда бежать и куда идти. Допустим, в 3 годика, в 2 годика ребенок не разговаривает, не играется с игрушками, проявляет какие-то особенности в поведении и так далее. Родители многие теряются, потому что, к сожалению, нет такого единого ресурса или единого информирования, такого, куда могли бы обратиться за консультацией. Также, к сожалению, у нас в обществе есть стигматизация, и это надо признать, когда наших детей из-за отсутствия этого же информирования, нету пока социальных роликов, билбордов, плакатов и так далее, как это делается в передовых зарубежных странах, наших детей иногда не воспринимают в обществе, либо относятся с негативом. Это тоже такое у нас, к сожалению, есть. И второй момент – это Министерство образования в курсе этой проблемы, что у нас острая нехватка специалистов, именно которые умеют работать с такими детьми по научно доказанным и мировым передовым методикам. Мы надеемся, что сейчас в этом направлении проводится усиленная работа, и все-таки начнут в Казахстане готовить специалистов именно поведенческого анализа, прикладной анализ поведения, так скажем. Эти методики нужны очень нашим детям. По этой причине, к сожалению, многие дошкольные учреждения, школьные учреждения не могут создать полноценные условия для учебы таких детей. И третий вопрос, очень тоже такой острый, это, к сожалению, нужно укреплять межведомственное взаимодействие, потому что на уровне республиканских госорганов разрабатываются многие хорошие НПА, законодательные акты, постановления, приказы и так далее, но, к сожалению, в 17 региональных акиматах эта информация доходит либо частично, либо они не исполняются. То есть очень много обращений родителей к нам в Ассоциацию аутизм Казахстан по поводу того, что в местных акиматах, в регионах, в областях, в районах и в сельской местности
и, к сожалению, пока недостаточно доступа для получения коррекции, диагностики, лечения, образования и так далее, в том числе спортивные секции. Очень много вопросов, которые нужно решать именно в плане межведомственного взаимодействия. Еще раз благодарю за сегодняшнюю встречу, за сегодняшний эфир Министерства образования. Спасибо. Буду рада ответить на все вопросы. Жақсы. Анар Балтабайқызы, үлкен рахмет сізге. Сіз ата-ана ретінде өзіңіз бұл мәселені жақсы түсінетіндіктен, міне барлық мәселелерді қоғамдағы және әрбір отбасында кездесетін. Жалпы мына біз айтып жатырмыз ғой қазір, кішкентай балаларымызда өте көп кездеседі деп. Сондықтан да ақпарат көп беру керекпіз. Көп ата-ана байқамайтын шығар. Мына жас ата-аналарымыз байқамайтын шығар. Сондықтан да бұл мәселені сіздер болып, үкіметтік емес ұйымдар болып, министрлік болып, басқа да министрліктермен, денсаулық сақтау министрліктермен бірлесіп, мына үлкен жұмыстың ары қарай жалғасын табатынына мен сенемін. Енді бізде болашақ қоры қосылды ғой деймін да, Жазира? Ja, сәлеметсіз бе? Кешіріп сұрайын. Сәлеметсіз ба? Рұқсат болса мен бастайын. Бастаңыз. Добрый день, дорогие участники конференции. Сегодня я бы хотела рассказать об опыте нашего фонда, о том, как мы организовываем процесс обучения детей с аутизмом в школах и детских садах. Наш проект «Каждый ребенок достоин школы» мы реализуем с 2015 года. На сегодняшний день это уже более 50 кабинетов поддержки инклюзии в 17 регионах Казахстана. В 2020 году мы впервые подключили к проекту детские сады. Дети пошли в общую группу, посещают общую группу и получают дополнительную помощь в кабинетах поддержки инклюзии. В 2020 году мы помогли фонду Нурсултана Назарбаева открывать такие кабинеты, и сейчас продолжаем их методически сопровождать. О чем проект? Основные направления нашего проекта – это открытие кабинетов поддержки инклюзии, методическое сопровождение школ и детских садов, обучение специалистов непрерывное, консультация родителей особенных детей, издание специальной литературы на казахском языке. В этом году мы планируем выпустить 2 книги, переведенные на казахский язык, по прикладному анализу поведения, а также экспертная работа. В чем особенность нашего проекта? Это в модели обучения. С 2015 года мы внедряем американскую модель обучения детей с аутизмом в общих школах. И, как я упомянула ранее, сегодня это уже более 50 школ в 23 городах Казахстана и 2 детских сада в Нур-Султане. Почему аутизм? На самом деле наша модель, которую мы внедряем, подходит всем детям с ментальными нарушениями, с поведенческими нарушениями, с другими особенностями развития. Но за время работы мы поняли, что детей с аутизмом у нас больше, так как именно работа с детьми с аутизмом, к сожалению, вызывает наибольшие трудности у педагогов. То есть это связано с особенностями развития таких детей. В чем особенность нашей модели кабинета поддержки инклюзии? Это, конечно же, один педагог-ассистент, один ребенок. То есть каждый ребенок получает индивидуальное сопровождение. Дети учатся в общем классе, в общей группе. Они не сидят в каком-то отдельном кабинете, они именно зачисляются каждый в свой класс наравне со сверстниками. Получают дополнительную помощь в кабинете поддержки инклюзии. Также, открывая кабинеты, как я говорила ранее, мы их постоянно методически сопровождаем. То есть вот в нашем проекте есть школы, которые мы уже сопровождаем более 5 лет, и непрерывное обучение специалистов. В чем особенность методического сопровождения школ? Это в том, что командами школ, командами кабинетов поддержки инклюзии руководят поведенческие специалисты, и компетенции всех специалистов подтверждены сертификатом международного образца. То есть это одна из как раз таких проблем в Казахстане — нехватки поведенческих специалистов. Как это выглядит? Куратор поведенческих программ — это специалист фонда. Мы обеспечиваем в школе такого специалиста. У каждого куратора есть под сопровождением несколько кабинетов поддержки инклюзии, в которых он главным образом взаимодействует с учителем кабинета поддержки инклюзии. И дальше каждый учитель уже отрабатывает индивидуально с педагогами, ассистентами и с ребенком. В чем роль куратора заключается, учителя и педагогов-ассистентов в нашем случае?
Куратор поведенческих программ разрабатывает индивидуальные программы развития по EBA, планы коррекции поведения составляет, проводит тренинг специалистов, обучает работе по этой программе персонал кабинета поддержки инклюзии. И ведет основная работа, конечно же, постоянные тренинги специалистов. Роль учителя кабинета поддержки инклюзии заключается в координации работы педагогов-ассистентов. Он, можно сказать, доносит до педагогов-ассистентов, как работать по той или иной программе с определенным ребенком, следит за процессуальной целостностью ведения ребенка по программам, помогает педагогам-ассистентам в их ежедневном труде, так как сопровождение ребенка с аутизмом, если мы говорим именно о качественном сопровождении ребенка с аутизмом, это достаточно сложный процесс. Почему детей сразу сложно обучать? То есть сейчас мы видим, что таких детей становится все больше в школах, в организациях образования. И у многих возникает вопрос, это такие же вроде бы дети с ментальными нарушениями, но почему именно детей сразу сложно обучать? Их, казалось бы, не так много, как детей с другими нарушениями. Но в первую очередь это же, конечно, наличие проблемного поведения, то есть современные классические методы педагогики не работают с детьми с аутизмом совершенно. Также это невозможность разделения детей сразу по уровню развития. То есть это очень широкое разнообразие спектра аутистических расстройств и мозаичное развитие детей сразу. Ввиду этого, ввиду того, что этих детей невозможно разделить по категориям, классифицировать как-то, для таких детей достаточно сложно создать типовые программы по уровням развития. И еще одна проблема – это существующая медицинская модель вмешательства и оценки. То есть классическая психология применяет метод вмешательства, исходя из диагноза ребенка. Там мы знаем, что есть программы для детей с интеллектуальной недостаточностью, типовые программы, есть программы для детей с синдромом Дауна, но оценка возможностей, оценка уровня развития навыков ребенка в данном случае происходит, исходя из диагноза ребенка, и это является на самом деле проблемой образования. Какие проблемы решает методическое сопровождение по ABA? В первую очередь, конечно же, это вот медицинская модель вмешательства, о которой я ранее говорила, и безуспешные попытки коррекции нежелательного поведения с использованием классических подходов педагогики. То есть в работе с детьми с РАС не помогают оценки, не помогают какие-то выговоры и так далее совершенно. И что решает эту проблему? То есть применение поведенческого подхода. Специалисты по ABA оценивают уровень развития ребенка и разрабатывать программу, исходя из оценки уровня развития навыков и его поведения. То есть возможности ребенка и его навыки не оцениваются по диагнозу. И именно поэтому как раз-таки ABA подходит всем детям. Формализация инклюзивного образования – это то, о чем я хотела бы сегодня также рассказать. То есть с ростом количества детей с особыми образовательными потребностями, с развитием инклюзивного образования школы сейчас сталкиваются с тем, что детей становится очень много в школах, в детских садах, а специалисты, к сожалению, не готовы обучать, работать с ними, но тем не менее школы не могут отказать таким детям. И, на наш взгляд, в скором времени, если это так будет продолжаться, может случиться коллапс в образовании. Что решает в этой связи ABA? То есть ABA на самом деле это не только, многие там знают, как система поощрений и так далее. На самом деле это больше про систему и организацию труда специалистов, организацию обучения детей и так далее. Постоянное наблюдение и консультации специалистов с более опытными специалистами по ABA. В нашем случае это как делают наши кураторы поведенческих программ. Также постоянные тренинги, обучение персонала. То есть нужно понимать, что образование формализируется не потому, что педагоги плохие, а потому что они не получают должной поддержки именно педагоги. И недостаточно эффективность вмешательства специалистов в службе сопровождения. Ни для кого не секрет, что дети, обучаясь в школах, должны получать качественное коррекционно-развивающее вмешательство. Да? И то, как сейчас в некоторых школах осуществляют это дефектологи, психологи, недостаточно эффективно для детей сразу. Поэтому в этом случае в ABA применяется постоянная оценка процессуальной точности работы специалистов. То есть есть регламенты, которые они должны следовать, и по которым можно оценить качество работы специалистов. Использование протоколов занятий с детьми, то есть
Те индивидуальные программы развития, которые разрабатывают поведенческие специалисты для каждого ребенка, по каждой программе составляется протокол занятий там, по целям. То есть это облегчает намного работу педагогов, ассистентов. Они понимают, как работать, у них есть чек-листы, у них есть критерии, подсказки, как они должны использовать подсказки, как они должны убирать, уменьшать интенсивность этой подсказки и так далее. Также, как вы видели ранее, разделение труда специалистов, то есть куратор, есть учитель, есть педагог-ассистент, и их функции не дублируются. Мы знаем, что сейчас, например, за разработку программ в школах отвечает несколько специалистов, и это очень сложно, это очень мешает, на самом деле, работе, потому что в итоге никто не отвечает за создание индивидуальных программ в целом. То есть сейчас за создание программы отвечает и педагог, ассистент, и дефектолог, и психолог, и методист, и контролировать этот процесс очень сложно. А также, конечно, ввиду наличия регламентов, это контроль следования точным регламентом работы педагогов, ассистентов, учителей, как и других членов команды. Это то, чем занимаются наши кураторы. Что мы видим по итогам реализации нашего проекта в школах? То есть в первую очередь, конечно же, это установление сотрудничества между ребенком и окружающим. Многие знают, что когда родители просишь описать, что они увидели, как они заподозрили у ребенка аутизм, в первую очередь они говорят, что вот он перестал смотреть в глаза, и как будто бы он начал уходить от семьи, то есть происходит этот разрыв какой-то связи между родителем и ребенком, что мешает в будущем развиваться качественно этому ребенку. И установление сотрудничества помогает, конечно, в восстановлении связи родителя ребенка, далее это ребенок-педагог. Ребенок начинает коммуницировать социально приемлемым способом, то есть проблема нежелательного поведения в большинстве случаев это как раз-таки то, что ребенок не умеет коммуницировать, не умеет просить, говорить о своих желаниях, потребностях и так далее. Также возможность качественного включения детей в общую среду ввиду успешной коррекции проблемы поведения. ABA достаточно эффективный, к тому же это единственный метод, который доказал свою эффективность в научных исследованиях в работе с проблемным поведением. И именно возможность качественного включения детей в общую среду, я думаю, это самое важное для школ сегодня. Повышение эффективности работы педагогов, службы сопровождения, возможность оценки качества работы специалистов ввиду наличия регламентов работы, профилактика профессионального выгорания специалистов, то есть методическое сопровождение, оно помогает педагогам организовывать их труд, консультировать по сложным случаям. И большая проблема, мы знаем, что это профессиональное выгорание дефектологов, психологов происходит сейчас в школе, потому что они не получают. Одна из причин – это то, что они не получают должной поддержки. Возможность оценки прогресса детей. Применяемые инструменты позволяют оценить прирост навыков в баллах и процентах, а также пример успешного внедрения международного опыта, я считаю. Сейчас, ввиду того, что возрастает спрос на специалистов по ABA, мы хотели бы рассказать, как оценить специалистов ABA, как понять, что да, этому специалисту вы можете платить деньги за его услуги, а этому специалисту нет. В первую очередь, это же, конечно, наличие образования по ABA, то есть завершенная полная программа обучения уровня BCBA или BCABA. Я бы хотела напомнить, что сертификацией программ, сертификацией специалистов занимается на сегодняшний день только одна международная организация, это комиссия по сертификации поведенческих аналитиков, она находится в США. И как вы можете проверить, что человек обучился, он должен вам предоставить сертификат об окончании курсов обучения, сертифицированных курсов. Список курсов доступен на сайте becb.com. То есть вы можете посмотреть, какой курс закончил специалист, а потом сверить этот курс в интернете, действительно ли этот курс сертифицирован или нет. Наличие супервизора уровня BCB или BCAB. BCB – это поведенческий аналитик сертифицированный. То есть каждый поведенческий специалист, на самом деле хороший специалист, имеет всегда супервизора, супервизируемую практику. Как вы можете проверить, это специалиста можно всегда попросить договор с супервизором. А имеет ли этот супервизор право супервизировать специалистов, также можете проверить на сайте BCB, вбив его в поиск.
Наличие не менее 1000 часов супервизированной практики. Здесь тоже нужно попросить у специалиста договор с супервизором и документ о количестве часов супервизированной практики, подписанных супервизором. То есть я думаю, что вот эти вот требования и помогут вам понять, еще раз говорю, хороший ли это специалист или нет, можно ли с ним работать, можно ли доверить ему работу с детьми, с командой. Ввиду, резюмируя, учитывая наш опыт, что мы считаем нужно сделать для того, чтобы повысить качество обучения и сопровождения детей с РАС в организациях образования. В первую очередь, это же, конечно, обновление нормативов психолого-педагогической поддержки детей с ООП. Это то, о чем упомянул глава государства на прошедшем заседании Национального совета общественного доверия, то есть методические рекомендации по организации поведенческого вмешательства в специальных и общих организациях образования, медико-социальных учреждениях, реабилитационных центрах и центрах раннего вмешательства в систему здравоохранения. Тут я хотела бы отметить наши методические рекомендации по организации поведенческого вмешательства в кабинетах поддержки инклюзии, они уже на сегодняшний день готовы, и мы будем рады, если МОН их примет в работу, и вот было бы здорово, если бы в сентябре этого года они уже вышли, школы их получили. Я думаю, это будет хорошей помощью для педагогов и директоров школ. Второе – это обеспечение качественного методического сопровождения организации образования, в том числе с использованием методов. Количество тех методистов, которые сегодня работают со школами, к сожалению, их недостаточно, или их компетенции, или у них есть, или их компетенции недостаточно для того, чтобы помогать педагогам в работе с детьми с РАС. Поэтому, я думаю, привлечение специалистов из частной сферы в систему образования очень помогло бы школам с решением проблемы обучения детей с РАС, скажем так, это позволило бы закрыть острую потребность, которая на сегодняшний день существует. Параллельно, конечно же, обучать специалистов. Обновление регламентов работы специалистов служб сопровождения в организациях образования, как я говорила ранее, сейчас присутствует дублирование функций, и именно разделение труда приводит к наибольшей эффективности работы таких специалистов. Также мы считаем, что педагогам необходимо увеличить надбавку за работу с детьми с ООП. В настоящее время 40% от ПДО. На самом деле это не такая большая сумма, 5500 тенге в месяц на руки получают специалисты. Также это четко не зарегламентирован процесс выплаты этих средств, поэтому, к сожалению, на местах, в областях эти порядок выплаты различается, какие-то местные исполнительные органы решают эту выплату делить на количество детей и так далее, и в каких-то случаях педагоги получают не 5500, а 2700 тенге, ну, что мы считаем вообще смешной суммой, и она не соответствует той нагрузке, которую должен осуществлять педагог. Ввиду этого часто у детей нет индивидуальных учебных планов, календарно-тематических планов, не адаптируется учебные программы, не ведется должным образом работа с детьми, как индивидуально, так и в классе. То есть, и на самом деле такие выплаты демотивируют специалистов, поэтому мы считаем, что выплата должна быть увеличена, или это должно быть 100% от БДО, или, возможно, это должны быть проценты от ставки, то есть тогда размер выплаты будет увеличиваться в зависимости от опыта работы специалиста, что также будет очень честно, я считаю. Также установить нормативную нагрузку педагога-ассистента в количестве 18 часов в неделю в соответствии с законом о статусе педагога. На сегодняшний день педагоги-ассистенты зачисляются в школу на 40-часовую рабочую неделю. Они должны работать целый день, при этом их заработная плата не соответствует уровню их нагрузки и как в том числе психоэмоциональной нагрузки. Да, как мы сказали ранее, дети с РАС – это очень сложные дети. Это одна из самых сложных категорий, на самом деле, среди детей с ООП. Что я хотела бы сказать, что наш фонд, на самом деле, миссия нашего проекта в том, чтобы мы не ставим себе цели помочь одному, двум, 500 детей. Мы ставим себе целью построить систему, которая могла бы помочь каждому в любом возрасте, человеку с аутизмом, от младенчества до старых лет. Проект, я бы хотела напомнить, что наш проект является благотворительным. Средства для реализации этого проекта мы собираем на зимний благотворительный балу, который проводим ежегодно. Также у нас есть спонсоры.
И услуги для родителей, для детей и для специалистов, которые оказываются в нашем проекте, оказываются совершенно бесплатно. И именно методическое сопровождение и обучение специалистов – это самая большая статья расходов нашего фонда. Ежегодно более 100 миллионов тенге мы тратим только на это. Это, казалось бы, возможно, для кого-то покажется большой суммой и сопровождение, но на самом деле при разбивке это на одного ребенка выходит что-то, я думаю, около 20 тысяч тенге в месяц. Я думаю, что это не такая большая сумма, и поэтому мы считаем, что эти деньги должны быть, такая статья расходов должна появиться в школах для того, чтобы обеспечить качественное обучение ребенка с аутизмом. Более того, эту сумму можно с каждым годом уменьшать, вкладываясь в развитие специалистов, их обучение и так далее. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, я буду рада. Жазира Жынғалиқызы. Үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Жалпы мен өзім Қызылорда облысында да білім басқармасының басшысы болған кезде осы жұмысты бірге бастаған болатынбыз. Жан-жақты педагогтарды дайындап, сонымен қатар Есімде бар. методикалық көмектер көрсетіп, кабинеттерді бірге ашып, бұл жұмыста әрі қарай жалғасын табу керек. Сондықтан үлкен сіздердің тараптарыңыздан қордан жұмыстар жасалып жатқанын өңірлерде барлығы біледі. Енді тағы ашық әлем, бізде ашық әлем орталығы бар. Осы ашық әлемнен де қысқаша өздерінің жұмыстары бойынша айтса, Архарова Алия Сағидуллаевна. Добрый день, уважаемые участники сегодняшней нашей встречи. 2 апреля ежегодно мы отмечаем этот день. Мы говорим о правах наших детей, о той ситуации, которая сложилась в нашей республике. Если вспоминать то, что было 10 лет назад и что происходит сейчас, меня, например, очень радует эта ситуация. Родители стали более активными, грамотно выражать свои мысли, свои требования. И что еще больше радует, все-таки у нас появилось партнерство. И мы получили такого сильного партнера, как государство, при решении наших проблем. То, что сейчас в последнее время мы говорим о слышащем государстве, хотелось бы сделать акцент на том, что эта игра не в одни ворота, что не только государство должно слышать, но и мы должны слышать. В первую очередь мы должны научиться сотрудничать и помогать друг другу. И, скорее всего, надо вывести наши взаимоотношения в плоскость, как работают бизнесмены. Мы доверяем друг другу, мы работаем друг с другом на равных условиях, слышим друг друга и помогаем друг другу. То есть и все эти требования, которые сейчас в настоящий момент озвучивают родители, это огромное желание, чтобы в нашей республике появилась система поддержки для детей с аутизмом. И говоря об этой системе, мы, конечно, понимаем, все, что используется во благо наших детей, оно поможет и другим детям с ограниченными возможностями. И то, что сегодня в настоящий момент, такие основные проблемы, которые возникают, это, конечно, первоначальная поддержка, момент постановки диагноза, в тот момент, когда семья сталкивается с этой проблемой. И хотелось бы, чтобы в этот момент сразу с первых минут государство подхватило семью и предоставляло ту информацию, которая она есть, чтобы родители наши не метались из одной организации в другую, не искали, что все-таки может помочь нашим детям. То есть повышение осведомленности, решение такой серьезной проблемы, которая помогла бы правильно распределить ресурсы, как вот статистика. Порой мы часто
и упускаем детей, потому что их не видим в нашей системе, именно в государственной системе. Порой они не доходят дойдя до одного министерства, не доходят до другого министерства. И то, что вот сейчас происходит такая ситуация, что в разных министерствах разная статистика, не показывает реальной картины, которая есть. И хотелось бы, чтобы вот этот момент статистики, он был, к нему отнеслись более серьезно, и родителей мы призываем, все-таки нужно приходить в государственное учреждение. Наши специалисты уже все-таки, у них появилось человеческое лицо. Это не то, что было раньше, когда мы пугались. Проводится большая работа в этом направлении. Хотелось бы, чтобы не все, но большинство услуг передали в область, в сектор неправительственных организаций, также в частный сектор. И тогда появится конкуренция. Даже те уже услуги коррекции и реабилитации, если будет возможность родителю выбрать, куда пойти со своим ребенком, появится конкуренция, и мы как раз-таки заполним ту нишу дефицита специалистов, которые владеют хорошей информацией, грамотной, качественной в поле деятельности реабилитации наших детей. Мы же понимаем, что буквально за 1 год мы не обучим большую команду специалистов всех, которые находятся в школе, учителей, специальных педагогов, которые могли бы помогать нашим детям. Но если допустить бизнес и неправительственные организации, которые могли бы участвовать в тех же государственных социальных заказах и за счет государства предоставлять услуги нашим детям, это было бы большим подспорьем для государства. И тем более исчезла бы такая проблема, как очередь в государственное учреждение для получения таких услуг. И, конечно, вот те трудности, которые возникают, и препятствия, да, на сегодня, мы чаще говорим о том, чего хотим. Но на ребенка надо посмотреть в контексте реализации его прав. Каждый раз, когда специалист хочет сказать свой вердикт, да, сделать какое-то заключение, дать совет, он должен задуматься, а не нарушаю ли я права этого ребенка. И, может быть, тогда будут находиться быстрее правильные решения, и можно быстрее помочь нашим детям. И мы понимаем, что большая проблема, наверное, это не сам диагноз, который ставят нашим детям, а, наверное, скорее всего, это совокупность социальных, культурных, отношенческих и физических факторов, с которыми дети наши и семьи сталкиваются в повседневной жизни. И вот та работа, которая сегодня проводится государством, в плане внесения изменений, как и в национальные законы, и связанные с ним подзаконные акты, они не решат всех проблем. Мы должны все вместе работать в этом направлении, и общество, и родители, и государство, и профессиональное сообщество, развивать международное сотрудничество, которое помогло бы и внесло немалый вклад, да, в развитие самой системы в Республике Казахстан. Например, мы знаем, что Autism Speaks сейчас активно работает с ЮНИСЕФ, с детской организацией, и они продвигают такую программу, как Global Autism Public Health. И мне хотелось бы, чтобы наше государство присоединилось к этой программе, получив в качестве менторов международных специалистов. Я не говорю, что у нас ничего нет. У нас очень много сильных специалистов, у нас очень много уже опробировано, и многие организации, неправительственные организации, государство может презентовать свой опыт.
Но все равно без международной поддержки, без того, что сейчас внедрено уже за рубежом и активно используется и успешно, хотелось бы весь этот опыт объединить и подготовить большую, хорошую команду специалистов и создать ту систему, которая повысит качество жизни наших детей и семей. Спасибо, Анесса Гидулаевна. Да, большое спасибо. Так, әріптестер, жалпы біраз мәселе талқыланды. Бұл тек бір күнде ғана, бір сағатта осылай 2 сәуірде ғана өтетін шара емес. Бүгіннен бастап осы мәселені айтамыз деп келістік. Ары қарай да мына жүйелі түрде жүргізу керек деп, келісу керек деп ойлаймын. Сондықтан да ары қарай мен бұл жұмыстың да жалғасын табатынына сенемін. Мына Facebook желісінде, бұл әлеуметтік желіде тікелей эфирде болып жатқандықтан біраз сұрақтар келіп отыр. Мен оның бәрін қазір қарап отырмын. Жалпы бұл сұрақтардың барлығын қазір біз сараптап, өздеріңізге мына комитеттің парақшасында жауаптарды өзіміз орналастырамыз. Коллеги, у нас прямая трансляция идет в Фейсбуке. Да, сегодня мы много говорили. Это не только в одночасье, не только 2 апреля мы должны говорить, да, и каждый раз. Тем более мы говорим, что количество детей ежегодно растет, они разные, поэтому как дети должны социализироваться вместе с родителями. Мы сегодня говорили, что мы все вместе сообща должны, неправительственные организации, госорганы, родители, все вместе сообща мы должны. У нас есть создана рабочая группа, вы все входите в эту рабочую группу и совместно с местными исполнительными органами, с нашими школами, детскими садами мы вместе будем сообща решать эту проблему. Сондықтан бүгін үлкен рахмет барлықтарыңызға. Сау болыңыздар.